дзеці. Тэма гэтая, калі не вечная, то прынамсі вядомая даўно і ўсім. Не толькі клясыкі, але і новае пакаленне сучасных літаратараў і псіхолагаў зламала не адно пяро, даследуючы канфлікт пакаленняў. Вось жа, пакуль будуць нараджацца і сталіць дзеці, а бацькі будуць імкнуцца іх вучыць, тэма гэта будзе актуальная. Мы сёння таксама пра бацькоў і дзяцей, ці дакладней кажучы, пра бацьку і сына. Але не ў сэнсе канфлікту, а ў сэнсе паразумення, падтрымкі і пераемнасці. А вот этот костюм, мой самый любимый костюм. Почему? Потому что я в нем не играю. Но в нем играет Ефремов, мой любимый артист. Самый любимый артист этого театра мой. Вот он играет в спектакле «Темные аллеи», который я сам поставил, потому он мне и любимый. Он играет Алексея Николаевича в новелле «Темные аллеи» Бунина. Вот в этом костюме он играет своего этого генерала. Вот. Так что вчера как раз у нас была премьера. Да и премьера, мы давно не играли, потому что для нас это как только несколько месяцев не доиграли, говорят, с премьеры вас, господа. Ну, а як ви так виглядаєте? Ну, так выглядаем. Здымається страшно таким. Да. Так что вот такие вот дела у нас с масками. Да, классно. Раите сходить? Варто сходить на это выборное? Варто, да. Сходите. Потому что, во-первых, год, во-вторых, Арчикаускас, в-третьих, очень хорошие артисты играют, в-четвертых, там Мартинайтис написал музыку очень симпатичную. Она такая, в-пятых, просто в театр надо ходить. В-пятых, просто в театр надо ходить, да. Потому что это же театр. Все, что касается театра, мастацтва, это все входит в человека. И он вот не может от этого отречься, в какой бы то области, куда бы это ни шло, завтруп или он стал просто режиссером, или он все равно занимается одним, любимым своим делом, влюбленным в театр. Потому это театр, и все. А тут ты можешь для них писать пьесы. Да, мне оказалось удобно написать пьесу, потому что я там был период, когда я не имел ролей, я написал пьесу, написал для себя хорошую роль, сам ее поставил и сам сыграл. Огородников, чему вы утекли? Ці есть у вас хоть кропля воли, хоть кропля характеру, так одразу расплыться, расшулиться, так легко отмовиться от задуманного. Да не маете вы права кидать справу, не маете, ни вы, ни я теперь ободва не маем ніякого права. Який ми покажем приклад? Будем ободва з вами кислятиной, размазней, чуцелами гороховыми, дурнями отпетыми. Ух ты ж, Боже. Вот такой монолог я читал, играл в Володю Ульянова. Тут я хотел показать, что Люба Тимохова, да? Вот она же молоденькая совсем. Это Люба. Это Люба, а это я. Мы с ней не только учились вместе, мы с ней играли вместе в Могилевском театре белорусском. И играли вот вместе в роли, вот здесь вот она играла мою невесту, а я играл вот этого парнишку, который назывался Рыжик. В сказке «Четыре близнеца», это у меня было 4 роли. Урэшце-рэшт, я нарадзіўся ў гэтым тэатры. Першая роля ў маём жыцці была менавіта ў беларускам спектакле беларускага драматурга Алексея Дударова «Порог». Я сыграл там Грышутку. Мне было 6 гадоў. Потым, когда я скончил школу, я уехал жить в Россию, потом вернулся домой, и вот менавіта тады, пасля некалькіх год працы ў тэатры ў якасці монтировщика рабочага сцэны, я вырашыў паступіць у Мінск. По-першае, мой бацька вучыўся ў Мінске, і ён вельмі шмат расказваў мне аб гэтым горадзе і аб гэтым інстытуце. Я не трымал и не толкал. Вот так. То есть, как хочешь. А он в какой-то момент, когда он поработал монтировщиком декораций здесь, в театре, 2 или 3 года он поработал, вдруг он сказал: хочу. Я говорю: давай.
Он поехал в Минск, Беларусь. Вот у него гражданство было российское, там можно было поступить с российским гражданством без всяких проблем. Поступил, и вот сейчас вот диплом должен быть уже 5 лет назад. До того, что он собирается остаться в Беларуси? У каждого человека свой лес, своя судьба, свой путь, своя дорога, свой шлях. Так. Вот, поэтому я никогда не становился поперек. Я всегда считал, как у тебя сердце тянет тебя туда, туда и идешь. Я думаю, что все то, что было когда-то, ну вот все то, что потрясло в Беларуси и меня, то потрясло и остановило надолго его. Совершенно особый склад людей. И вот эта атмосфера ширости, она настолько присуща. Это такая мощная национальная черта. Я думаю, что мимо нее он пройти никак не мог. И если он остановился, и жена его белорусочка, и сам он белорусский вельми недренно ведает. И я кое-что помню до сих пор. То есть, значит, это сильно произвело впечатление. А актеры какие там были. Они же работали не мозгом. Да, не этим. Они же работали вот этим. И что они этим вытворяли на сцене? Это фантастика. Я же помню и Глебова, и Платонова, и Стому, и Станюту, и Молчанова, и Рахленко, всех лучших артистов белорусского театра, академического. Я же у них учился. Вот это душа. Ага, так вы сын того самого Шуцкого, мне говорят. Я говорю, нет. Так, я сын того самого Шуцкого, я и сам Шуцкий Андрей, не Юрий. Вот. Хтосьці нават блытае мяне, говорит, это Юрочка? Я говорю, не, я не Юрочка, я Андрей Шуцкі. Так адбылося, што я напісаў п'есу. Вот. Гэта п'еса называецца «Каласнікі». А гэта п'еса о старым акторе, які улез на каласнікі. Каласнікі, для тых, хто не ведае, гэта тэатральны дах. Гэта тэатральны... Ёсць сутарэнне, а ёсць... Гэта слово, я не магу яго вывучыць. Гарышча. У якой складаецца з тэатральнай тэхнікі, з тэатральных колаў, з вяровак, з гэтых канатаў, якая падымае і апускае ўсё тэатральнае жыццё, станкеты, заднікі, кулісы і так далей. І вось ён, гэты актор, он пачынае шкодзіць гэтаму тэатру. Ён не атрымаў ролі сваёй мары, ён рыхтаваўся да яе ўсё жыццё, і ён пачынае шкодзіць тэатру, і ўрэшце рэшт адбываецца дзіва. Публіка пачынае любіць гэты тэатр, публіка пачынае хадзіць у гэты тэатр. Вот он туда забрался наверх, и там сидел. И оттуда комментировал все, что там в зале происходит, там что на сцене, кричал, звучал, там, там бросал бумажки, там воду лил, там и так, все что угодно делал. В это время шел спектакль «Король Лир», а он, и все считают, какие находки. Вдруг быть или не быть, начинал сверху читать монолог. То есть он мешал, а получилось, что он наоборот это как бы поднял. Может быть, это певная подсказка режиссерам? Вам, как режиссеру, в этом не бачится певная подсказка с боку сына драматурга? Мне подсказок не треба. Я зроблю, як я сам захочу. Сами сусали. Для меня он, как поэт, как писатель, был, ничего. Потому что мы с ним пытались играть иногда в игры литературные. Я любил такие игры. Я сам подписываю немножко, пишу иногда немножко. И поэтому я так смотрел, что это у него не было так, что-то, ах, как хорошо получалось. Правда, однажды он мне показал свою маленькую такую миниатюрку, сценку, которую они хотели там написать. Я так подумал, ничего, интересно получилось. Но когда он мне прочитал целый акт пьесы, я сел и долго молчал. А потом сказал, ты знаешь, Андрей, я бы хотел в твоей пьесе сыграть. Ён быў першы з людзей тэатра, хто сказаў, што гэта п'еса павінна, можа быць і павінна быць пастаўлена ў любым тэатры. І я вельмі вялікі дзякуй яму за гэта. Ён пасяліў у маю душу спадзею, што гэта можа адбыцца. Пераклад на беларускую мову зрабіла моя жонка.
Маргарыта Михайлідзе. Она вельмі любіць беларускую мову і знае яе. Вот. І адрэдактировала эту п'есу мой сябр, беларускі драматург, вядомы беларускі драматург Карэлін, Андрэй Карэлін. И она будет на белорусской мове. Ну, я не сам ее перекладал, потому что я белорусской мовой не так володаю, как жадалось бы. Ему не дали роль. Вот. И вот Магда его спрашивает, мол, ну что ж ты так? Ты что, наверное, обиделся, что тебе, да? Давайте я скажу. Скажите эту фразу. Ты что, Пит? Тебе покрыўдзілі, тебе не дали роль? Я кепская акторка. Добро. Тебе не дали роли, бедненький Пит, тебе покрыўдзілі. Я просил бренди. Не! Як яе аддалі старому пердуну, які ўсё жыццё іграў слух і добрых чараўнікоў. Выпіць мне тут не нальюць, я зразумеў. У кіно я не зыграў. Ну што ж, за рэўнасці каханкі. Цябе ж не клікалі? Усё жыццё на заглаўных ролях у заштатным гарадочку, дзе няма і мільёну. Был богатый, казочно по тутейшим меркам. Казочно по тутейших мерках. Зараз же без вугла коротаю век сирот пылу и бруду. Я сказал, Андрей, вот такая пьеса. Сразу первый сказал, вот такая, еще первый акт только прочитал. А потом он написал уже и второй акт, а потом вот сейчас он там надал на конкурс и победил на конкурсе. То есть вообще было для меня много неожиданностей было. И пьесу его ставят, и может быть даже у нас будут ставить, вполне возможно. Я скажу, як я ненавиджу этот театр. Як ненавидел его. И ненависть, и безумная страсть, и любовь к театру. Все там намешалось. Я удивился просто, откуда у него это все всколыхнулось. Потому что, в общем-то, он для меня еще совсем молодой человек. Ну, для нас дети всегда они маленькие. Но он там оказался супер взрослым. Прекрасно, вот по-особому, совершенно по-своему влюбленный в театр. Мой бацька з моей матулі, яны мои першыя сябры, тому што яны далі мне шлях. В Мінску яны падтрымлівалі мяне ўсе гэтыя гады, вот, і фінансава, і маральна, і калі мне было вельмі цяжка. Ну, я студэнт, і усім студэнтам калі-небудзь бывае вельмі цяжка. Вот, вы разумееце мяне. Яны просто зрабілі мне тое жыццё, якое я зараз маю, і я вельмі ім за гэта ўдзячны.